Украина атаковала еще одну область РФ. Таинственное исчезновение спикера Координационного совета белорусской оппозиции. Маск продает Твиттер и месть ВСУ. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Масштабный налет на Днепр российских беспилотников. Удар по Кривому Рогу. Большое наступление на горизонте. Путин готовит новую мясорубку. Фронт может загореться по всей линии. Самое мощное землетрясение в регионе. Количество погибших превысило 1000 человек. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Днепр в огне. Вечером 28 марта российские дроны обрушили на город шквал атак, вызвав серию разрушительных пожаров и унеся жизни мирных жителей. На момент записи видео известно о том, что погибли 4 человека и еще 21 получил ранения. Среди пострадавших беременная женщина с колото-резанной раной и 2 69-летних в тяжелом состоянии. Огнем охвачены жилые многоэтажки, частные дома и даже известный гостинично-ресторанный комплекс «Бартоломео». Пожары вспыхнули в десятки частных домов, в гаражах и на станции техобслуживания. Россия направила на Днепр более 20 беспилотников, большинство из которых таки удалось сбить, но некоторые прорвались, сея хаос и разрушения. Улицы города завалены обломками, в воздухе стоит запах гари. Всю ночь в Днепре шла ликвидация последствий вчерашней массированной атаки шахедами. Возникшие пожары укрощены. В частности, потушили огонь и на территории ресторанного комплекса. Уже с утра оккупанты возобновили атаки на Никопольщину, удары дроном камикадзе по Марганецкой громаде, попал беспилотник и по Межевской громаде рядом с Синельниково, там разбили крышу частного дома. К тому же сильнейший удар по Кривому Рогу. Местная администрация заявляет о 5 пострадавших. Когда агрессор остановится в своем стремлении к миру? Как вы думаете? Пишите в комментариях свои мысли. Еще тревожнее на фронте. Россия снова готовится идти в лобовую. Кремль планирует новое широкомасштабное наступление против Украины, и на этот раз речь не о локальных штурмах. По информации журналистов Associated Press, Путин хочет усилить давление и заодно зайти на мирные переговоры с позиции силы. Ни о каком мире по украинскому сценарию речи нет. Кремль хочет новых территорий и нового ультиматума. Источники в украинском командовании подтверждают, враг готовит удары сразу в нескольких направлениях. Особую тревогу вызывает активизация в районе Покровска. Это один из ключевых опорных пунктов и логистических узлов на Донбассе. Россияне сделали паузу в марте, но теперь, по словам украинских военных, снова лезут вперед. Видимо, оправились и получили подкрепление. Командиры также отмечают тревожные сигналы. Россия начала активную разведку, уничтожает украинские позиции и беспилотники. Все это говорит о подготовке к масштабному наступлению. Возможно, и переброска войск из Курской области. Это усилит давление на востоке. Все это может быть признаками того, что в ближайшем будущем готовится нападение. Они готовят наступательные действия на фронте, которые должны продлиться от 6 до 9 месяцев, почти весь 2025 год. Российские военные эксперты как раз сияют оптимизмом и надеждой, что фронт посыпется. Обе стороны активно готовятся к весенне-летней кампании. Растет ощущение, что украинские силы, возможно, с трудом готовятся к ней должным образом. Несмотря на то, что российская армия измотана боями, и у нее есть реальный шанс добиться решающего успеха в течение следующих 6 месяцев или года. Это может привести к краху украинской обороны. Ну а тем временем в украинском генштабе заявляют о расширении военных операций еще на одну область, Брянскую, атаковав пограничный пункт пропуска Погар в районе Случевска Брянской области Российской Федерации. В результате поражения уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства. По предварительной информации ликвидировано от 15 до 40 оккупантов. Этот авиаудар стал ответом на ежедневные запуски десятков ударных дронов по украинским населенным пунктам, говорят об этом в Генштабе. Это Курская область, это Брянская и Белгородская области. То есть это южно-западные территории Российской Федерации, ее границы. И, собственно, эти границы оказались не на замке. Произошла, скажем так, растяжка, давайте ее назовем так. Произошла растяжка для российских войск по этой территории. И те резервы, которые, вполне вероятно,
противник после проведения боевых действий на территории Курской области хотел или мог бы использовать на других участках фронта, сегодня он вынужден использовать снова-таки на своей территории. То есть война, которую Украина перенесла на территорию страны-оккупанта, она там продолжается, только сегодня, скажем так, формат ее видоизменились. Советник по нацбезопасности Белого дома Майкл Уолтс оказался на грани увольнения после фатальной ошибки. Напомню, он случайно добавил главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались удары США по хуситам в Йемене. В переписке участвовали глава Пентагона, вице-президент и госсекретарь. Как минимум, журналист вышел из чата и опубликовал материал. Скандал разгорелся мгновенно. Так вот, теперь в Белом доме кипят споры. По данным политика, половина администрации требует отставки Уолтса. Его обвиняют в халатности и ставят вопрос ребром. Если он не уйдет, Трамп окажется в еще более неудобной ситуации. Сам президент уже обсудил инцидент с Уолтсом, но решение пока не принял. Все в Белом доме сходятся в одном. Майк Уолтс – долбаный идиот. Публично Белый дом делает вид, что все под контролем. Пресс-секретарь заявила, что Трамп по-прежнему доверяет своей команде, а другие источники издания, близкие к овальному кабинету, говорят, что Трамп не будет увольнять кого-то в угоду либеральным медиа. Посмотрим, чем закончится эта вся ситуация. Как думаете вы? Пишите в комментарии под этим видео обязательно. Еще одна нелепая ситуация случилась с еще одним представителем команды Трампа, с Джей Ди Венсом в Гренландии. Правительство острова распространило официальное заявление: никаких приглашений Венсу не высылали, визит нежелателен и вообще его игнорируют. Поэтому по приезду в Гренландию никаких встреч, никаких приемов, никакого допуска для вице-президента США. Венс прилетел, сказал пару дежурных фраз прессе и без ответов на вопросы сел в броневик и уехал. Поэтому или нет, но Венс решил обрушиться на Данию с критикой. Наше послание к Дании очень простое. Вы не провели должной работы для народа Гренландии. Вы недостаточно инвестировали в народ Гренландии. Вы недостаточно инвестировали в архитектуру безопасности этой невероятной, прекрасной земли, населенной невероятными людьми. Это нужно менять. И поскольку это не поменялось, политика президента Трампа в Гренландии такова, какова она есть. А Дональд Трамп, в принципе, призвал защитить остров от нападок России и Китая. Даже опубликовал видео по этому поводу, которое должно было все объяснить. Сегодня Гренландия сталкивается с новыми угрозами, от российской агрессии до китайской экспансии. Наше общее наследие продолжает жить в каждой совместной миссии, в каждом арктическом патруле, в каждом партнерстве, заключенном в условиях таяния льдов и растущей напряженности. Это не история, это судьба. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Илон Маск продает X, бывший Twitter, правда, самому себе. Маск говорит, что слияние объединит передовые технологии искусственного интеллекта компании XAI с широкой аудиторией социальной сети X, создавая платформу, которая не только отражает реальность, но и активно способствует прогрессу человечества. Стартап Маска XAI специализируется на разработках в сфере искусственного интеллекта, и он приобрел социальную сеть за $33 миллиарда. Напомним, в 2022 году Маск купил Twitter за 44 миллиарда и переименовал его в X. Теперь после сделки XAI оценивается в $80 миллиардов, а X в 33 миллиарда. Слияние направлено на создание более интеллектуального и значимого пользовательского опыта, объединяет ресурсы и таланты обеих компаний, во всяком случае, должны бы. Интересно, что раньше XAI уже использовала данные из постов пользователей X для обучения своих моделей искусственного интеллекта, а платные подписчики соцсети X имели доступ к чат-боту. Настоящая катастрофа в Мьянме. Число погибших после разрушительного землетрясения уже превысило 1000 человек. Более 2000 ранены. Но страшнее другое. Это еще не финальные цифры. Речь уже идет о самом смертоносном землетрясении в регионе за последнее десятилетие. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться сотни людей. Связь с целыми районами до сих пор отсутствует. Местные власти в панике, инфраструктура уничтожена, помощь поступает
приезжает с огромными задержками. По словам очевидцев, подземные толчки были настолько мощными, что дома складывались как карточные. Люди буквально выбегали на улицу босыми, в панике, под грохот обрушений. Многие так и не успели. Под завалами остаются целые семьи. На следующий день после начала мощного землетрясения в Мьянме, которое потрясло даже столицу Таиланда, власти страны спешили успокоить население. Премьер-министр заявила, ситуация вернулась к норме, но под завалами люди, есть погибшие, а разрушения затронули сам Бангкок. Правительство окажет помощь и поддержку тем, кто пострадал от этого происшествия. У нас редко случаются землетрясения, поэтому правительство пойдет ва-банк и поможет всем тайцам, чтобы убедиться, что вы все в безопасности и получите помощь как можно скорее. Разбор завалов продолжается, но сколько еще жизней унесло это землетрясение в регионе, мир узнает не сразу. Таинственное исчезновение спикера Координационного совета белорусской оппозиции с Анжеликой Мельниковой потеряна связь еще с 25 марта. По имеющейся информации, она покинула Польшу. Я официально подал заявление в правоохранительные органы Польши по факту исчезновения спикера парламента Координационного совета Анжелики Мельниковой. По запросу правоохранительных органов данная информация не разглашается. Это первое официальное подтверждение исчезновения одной из ключевых фигур белорусской оппозиции. Как только информация будет подтверждаться официально, мы будем вам ее сообщать в нашем телеграм-канале и следующих выпусках здесь. Пока слухи и предположения могут все только запутать. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.